Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на любимого человека и узнаем, когда он напишет, когда он позвонит, когда он приедет, будет ли встреча, чего вам ждать в ближайшее время в отношениях с этим человеком. Загадайте, пожалуйста, на любимого, либо на того, кто вам интересен, нравится. Загадайте на мужчину, представьте, так и спросите, когда напишешь, когда позвонишь, когда приедешь. Я думаю, что все уже настроились, все готовы. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Девчонки, я так скажу, мужчина очень сильно стремится вот и душой, и телом к вам. Тут просто вот как держат его какие-то путы, держат какие-то очень сложные обстоятельства, а у кого-то отыграется, что люди его задерживают, специально задерживают, чтобы он не мог к вам приехать. Да, могут специально что-то делать, чтобы он не мог там, не знаю, написать, позвонить. Там, вплоть до того, что, я не знаю, в телефоне залезли в его телефон, там стерли ваш номер. Кстати, и отыграться может, что потерял он телефон там, где был ваш номер. То есть какая-то такая темная, липучая сила его к вам не пускает. Вот прям по рукам, по ногам приклеился он к тому месту, где он находится. Мыслями он с вами. Тело залипло там, где есть. То есть не пускают и все. На самом деле выглядит, знаете, так неприятно, если честно, неприятно. Тут надо разбираться, что это за злая сила. Если есть у вас какие-то конкуренты, если есть те, кто против ваших отношений, надо с этим разбираться, нужно понимать, что происходит. В разных ситуациях, да, разный будет у нас и рецепт. Просто если есть, например, соперницы, если есть, опять же, там, может, родители, да, против, либо какая-то неприятность у мужчины, может быть, он поглаженный у вас идет, либо по делу на него кто. Здесь нужно понять, что происходит. Это общая отсыпка. Я не могу конкретно, к сожалению, по вашей ситуации сказать, я ее не знаю. То есть вы все разные. Я вижу, что мужчину держит. Мужчина стремится, а его держат, его не пускают. И вот если представить, да, вот эти резинки есть, да, которые растягиваются. Представьте, он в этой резинке. Он прям бежит вот с разгону к вам, а эта резинка, она спружинивает, и он назад прям с такой прям силой летит и больно ударяется. Вот. Ему очень больно, что он не может быть с вами, что он не может с вами контакта иметь. У кого-то, я вижу, есть контакт. Вы общаетесь с этим человеком, но он крайне сдержанно идет, потому что он не может вам всего рассказать. Он вас жалеет. Он не хотел бы, чтобы вы переживали. То есть у него какая-то очень сложная обстановка. У кого-то прям катастрофически сложная, у кого-то очень болезненная. Он не может вам рассказать правду, он не может вам всего рассказать. Жалеет вас, девочки, жалеет. Не потому, что не доверяет, либо там в чем-то сомневается. Нет, он не хотел бы, чтобы вы расстраивались. Он знает вас, он знает, что вы сильная. Вы никого никогда не бросаете в беде. Вы будете бежать к нему, чтобы ему помочь, спасти. Вот, он это знает, он за это вам благодарен. Но, понимаете, вот это то чувство, да, когда мужчина любит женщину, когда он не желает, чтобы женщина даже малейшие там слезинки проронила, там, не только из-за него, да, в принципе, да, вот готов, не знаю, там из шкурки выпрыгнуть, чтобы только вы были счастливы и улыбались. Вот такая идет ситуация. Девочки, мужчина, муж, любимый, возлюбленный, просто недавно познакомились. Чувства у него настоящие и чувства сильные, девочки. Они еще будут расти, множиться в нем. Ему, чтобы быть с вами,
Но тут какой-то прям подвиг нужно совершить. Либо как какой-то побег из какого-то там... Приходит на ум вот история про графа Монте-Кристо, да, который бежал из этой ужасной тюрьмы на острове. То есть что-то невероятное ему нужно сделать. И он это будет делать, девчонки. Он будет это делать. Просто ему на этот поступок нужно время. И время, кстати, достаточно продолжительное. Он вырвется из этих пут, он преодолеет все эти преграды, он до вас дойдет, обязательно дойдет, а вы его будете ждать. Я вижу, вот она, вы стоите, смотрите в его сторону, ждете, пока вот эти весы справедливости выйдут на вашу сторону, чтобы вам дали возможность быть счастливыми вместе. Девчонки, будет. Между вами крест идет. Вы перекрестки друг друга в судьбе. Вы будете вместе, но не сейчас. К сожалению, сейчас вот прям, чтобы на постоянной основе, я не вижу, чтобы случилось. Даже если он приедет, все равно он будет уезжать обратно. Какая-то встреча там сумбурная, да, либо короткая, ограниченная по времени. Он там привязан очень сильно. Смотрите, я могу дать вам совет. Если вы человек верующий, читайте молитвы, которые помогают человеку в сложных ситуациях, в преодолении сложных ситуаций. Молитвы, псалмы. Да просто сама от себя сердцем попросите за любимого человека. Кстати, тоже все время говорю, не все понимают, что это такое, но молитва от сердца – это то, что вы говорите своим сердцем, не думая о том, что вы говорите. Да? Это посыл и желание вашего сердца. Это самая лучшая молитва. Лучше любых там церковных молитв и псалмов и всего прочего. Поверьте, там ни одно заклинание с молитвой сердца не сможет по силе, да, сравняться. Никогда. Вот. Молиться сердцем очень легко. Вот что чувствует и просит ваше сердце, это и есть ваша молитва. И не стесняйтесь у высших сил просить себе счастья, любви. Здоровья этому человеку просите, возможности, силы ему просите, да, чтобы у него были силы справиться с той ситуацией, в которой он сейчас находится. По поводу встречи. На ближайшее время, девочки, 2 недели. Я не вижу встречи как таковой. У кого-то, вот у маленького процента может отыграться, но встреча очень какая-то короткая. Вот либо на бегу, да, может быть, он куда-то будет ехать, там проезд, там, либо он приедет там, ну, буквально на несколько часов. То есть какая-то очень быстрая встреча. Очень сильно вы разволнуетесь. И вы, и он. Вот, и прям такие вижу дрожащие руки, эмоции. Сердце учащенно бьется, да. Когда не знаешь, что делать, улыбаться либо плакать, да, вот такое состояние. Вот, это такая встреча сумбурная. Потом у вас идет через где-то месяц-полтора уже полноценная встреча. Вот за это время мужчина будет решать свои вопросы. И уже на полноценных встречах вы будете строить планы, вы будете обсуждать. Возможно, девчонки, мужчина с каким-то предложением к вам придет, да, то есть скажет, да, приезжай там ко мне, поезжай ко мне, давай жить вместе. Но он будет вас куда-то звать вот к себе на свою территорию. Вот, пока он там полностью не закроет все вот эти свои проблемы, у него свободы не будет. Возможно, даже вы будете потом в будущем ему помогать там, где он находится, будете вместе, будете ему помогать. По поводу звонков, переписки. Честно, он очень хочет вам написать. Вот прям я вижу, что-то пишет, стирает. Начинает искать ваш номер, набирает, опять отбой дает. Знаете, очень хочется слышать вас, очень хочется с вами общаться, но у него сейчас состояние, ну, просто ужасное. Вот он боится, что если он услышит ваш голос, он начнет плакать. Плакать не от того, что ему плохо, а от того, что он не может быть рядом с вами. Понимаете? Вот от этого он может плакать. Да, мужчина тоже плачет. И, кстати, это очень плохо, что есть вот это понятие, что не, мужик плакать не должен. Это хорошо, слезы, они очищают душу. Но вот он стесняется этих слез. Даже неправильно сказать, не то чтобы стесняется, он опасается, что его слезы вас сильно растревожат. Понимаете, вот так идет. Вот. Вижу, что пытается вам писать, звонить, ну, боль.
Кстати, я вам другую вещь скажу. Вы этого не знаете, но есть какой-то человек, который за вами присматривает. По его просьбе за вами кто-то присматривает. Вот. Он не захотел вас обижать, вот как навязывать вам какого-то там друга-помощника, чтобы вы там ничего дурного не подумали. Но он кого-то попросил, чтобы за вами присматривали. И в случае каких-то, ну, скажем, там разных ситуаций неприятных, чтобы дали, во-первых, ему знать, во-вторых, чтобы этот человек вам помог. За вами кто-то присматривает по его просьбе. Вот. И, кстати, мужчина еще просматривает ваши, возможно, сети социальные, да, как-то вот заходит. Может быть, у него там друг айтишник есть, да, вот как-то что-то просматривает. Вот. Не потому, что не доверяет, а потому, что хотел бы вас защитить, девчонки. Это разные вещи. Вот не думайте, что он типа за мной следит, там туда. Нет. А у кого-то отыграется, что мужчина действительно, например, не свободный. Не свободный, да. Не свободный, и там как-то все очень жестко, очень как кабала идет, да, как будто бы он в кабалу попал. И чтобы вас не подставлять, чтобы на вас удар не пошел, да, потому что там, я так понимаю, жестко идет, да, могут там люди и мстить, и делать всякие гадости. Чтобы вас не подставлять, он старается, ну вот не оставлять никаких следов там, в виде смс-ок, звонков. Может быть, напугала его там женщина, с которой он там рядом находится. Может быть, он вообще, в принципе, в семье, которая против того, чтобы он, ну, например, с вами был. Либо, в принципе, там они ему назначили невесту и хотят, чтобы он именно с ней был по назначению, по выбору, например, родителей. Вот. Он пытается эти вопросы решать, девчонки, пытается, действительно. Это не какой-то шалтай-болтай, который там поматросил и бросил. Нет, нет, это человек хороший, порядочный, серьезный. Я это вижу, я вам это говорю. Вот, он обязательно в вашей жизни появится, будет, все будет. И разговоры, и встречи, и любовь, все будет. Но нужно время на то, чтобы он решил свои проблемы. Пока эти проблемы, они вот прям острыми камнями лежат. И он каждый раз идет и сбивает в кровь себе ноги. Поверьте, я вижу, что вы нервничаете, но то, что с ним происходит, это гораздо хуже. Гораздо. Вы не знаете, вы очень многого не знаете. И даже мне не разрешает говорить, потому что не хочет, чтобы вы беспокоились. Вот, поэтому, девочки, всему свое время. Вот так я вам скажу. Я тут думала, сейчас нам тут дату покажут, да, там расскажут. Нет, говорят, надо ждать. Надо ждать. Вот что точно говорят. Любит, стремится. Придет время, будете вместе. Хочешь помочь мужчине? Молись за него, проси за него, давай ему свою энергетику. Посылай. Когда молишься, ты посылаешь свою энергетику человеку. Это очень хорошая и сильная поддержка, девочки. То, что между вами все будет, я вижу, что будет. Просто время. Тут главный фактор – это время. И, конечно же, нужно разобраться с тем, что ему мешает. Ну, тут он сам будет разбираться. Он сам порешает. Тут помощь ваша нужна только в виде энергии и молитвы за него. Все остальное он делает сам. Почему не рассказывает, я тоже вам объяснила. Он вас бережет вот, от психических всяких потрясений, там, эмоциональных потрясений. Он вас любит, он вас бережет. Ну да, в жизни не все так просто. И да, бывают вот такие сложные случаи. Но, девчонки, потерпите, подождите, все наладится. Кстати, по поводу смс-ок. СМС-ки и переписка. Возможно, вы видите, да, я уже говорила, заходит в ваш профиль, там, может быть, как там, как просматриваете, да, там в WhatsApp был, да, но вам ничего не написал. Еще раз говорю, это ради вашей безопасности. Только лишь по этой причине он вам ничего не пишет. Вот. По поводу, напишет ли он в принципе, да, напишет, девочки, напишет. Причем в ближайшие, может быть, там несколько недель, но недель идет. Вот когда он там случайно заедет, приедет, да, он будет вам писать, то есть приглашать вас на свидание или потом сообщить, что я в этот день буду. Для вас это будет вот прям как, ну, как молния, да, как электричеством ударит.
То есть в этой смс-ке будет какая-то информация, которая вот резкая, да, что я приехал, я проездом, я буду ехать, да, либо я там нахожусь, либо здесь я нахожусь, да, сообщит. Вот. Суховатое идет сообщение. Там не будет романтики, но там будут очень важные для вас слова. Вот. Так что, девчоночки, ну вот так, да, в жизни иногда бывает. Наберитесь терпения, живите, занимайтесь собой. Мужчину хотите поддержать, пожалуйста, помолитесь за него своими словами. Просто попросите Боженьку, чтобы помог, защитил и поддержал. Все будет, девчонки, доверьтесь. Он знает, что делает, он добьется своего. Его цель — это вы, счастье с вами. И он этого добьется, поверьте, все будет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.